Товары первой необходимости, продукты питания и многое другое. Всероссийская акция «Мы вместе» проходит под эгидой добра. Присоединиться к ней может любой желающий. В ящиках теплая одежда для детей и взрослых, мука, макаронные изделия, минеральная вода. Пока часть мужского населения России отстаивает интересы страны, их близкие нуждаются в заботе и поддержке. Очередную партию гуманитарной помощи подготовили студенты и преподаватели назрановских колледжей. От лица Ингурского политехнического колледжа имени Арпиева Исупа Исаевича мы вместе с благотворительной организацией «Мы вместе» организовали сбор гуманитарной помощи. Многие семьи у студентов, а также весь педагогический состав пожертвовал какую-то часть своего имущества на это дело. Акция для всех и каждого. Министерства и ведомства республики, частные предприниматели и крупные сетевые магазины. Присоединиться к эстафете помощи может каждый желающий. Координирует пункты сбора продуктов первой необходимости и одежды региональное отделение штаба «Мы вместе». Некоторые из поставок гуманитарной помощи будут отправлены в Донецкие, Луганские народные республики, Херсонские и Запорожские области. И мы надеемся, что наша маленькая помощь, помощь наших жителей, нашего региона как-нибудь поможет им в дальнейшем выйти из этой сложной ситуации. Когда у нас будут проходить какие-то праздники, когда мы будем все вместе объединяться, они будут вспоминать о нас и говорить: а вот Ингушетия нам когда-то так помогла, и мы хотим посетить ее. Программа реализуется в соответствии с указом президента России и направлена на поддержку волонтерской деятельности. Товары первой необходимости и с ними письма от родных и близких собирают для мобилизованных. Все это отбудет прямиком на фронт, а продукты питания направить семьям добровольцев. Да, мы понимаем, что наши добровольцы, они в большей части семьи являются кормильцами. Мы собираем с волонтерами, с другими бизнес-организациями, правительством, муниципалитетами. Мы пытаемся помочь, собираем гуманитарную помощь. Недавно к нам еще присоединились и студенты среднепрофессионального образовательного учреждения. Поэтому у нас сейчас набирает обороты. 800 тонн в этом году было, в общем, отправлено в гумпомощь жителям Донбасса. Кроме того, по указу главы при поддержке Народного фронта начали в круглосуточном режиме принимать заявки на оказание помощи семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участникам специальной военной операции на Украине. Собираем информацию о близких родственниках, живущих совместно с военнослужащими. И актуальные вопросы, меры содействия, чем мы можем вам помочь. Нам бы хотелось, чтобы вы нам сказали вашу степень родства, фамилию, имя, отчество, дату рождения и место работы. Итак, обзванивают каждого. Для оказания помощи семьям мобилизованным открыта круглосуточная горячая линия. Позвонить можно по номеру 122. Обращения обрабатывают те же волонтеры движения «Мы вместе». Выезжают поадресно. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 18 семей, которые обратились с помощью, нуждаются в помощи. 8 заявок уже исполнены, 10 в работе. Из этих 10 2 заявки они в отказе, так как невыполнимая, так скажем, заявочка их не была, невыполнима регионом, там ипотечные выплаты. А все остальное в меру возможности мы выполняем. В регионе и ранее оказывалась необходимая помощь нуждающимся. Всероссийская акция «Мы вместе» объединила людей еще во время пандемии. Движение хоть и поменяло адресатов, но чувство солидарности и взаимовыручки осталось прежним. Хава Гагиева, Асхат Билакиев, Новости 24.